после моего рождения, примерно, даже точно, пожалуй, через год, отца репрессировали в 1940 году. И он тройкой его судили, как рассказывает мама. Он чернильным прибором ударил самого здорового, выскочил в окно, ушел в тайгу и гуляет до сих пор, где неизвестно. Мама подавала во всесоюзные розыски, писала Калинину повсюду, но бесполезно. Я так и не знаю дальнейшей истории своего отца. Однако в 2004 году, когда праздновалось 80-летие золотодобывающей промышленности Алдана, мне там подарили, я присутствовал на этом торжестве, мне подарили книжечку «Алданский улус», где совершенно случайно я встретил в числе рассказывает предатель, сколько он народу предал, и называет фамилии, в том числе фамилия Меркулов имеется. Но ни имени, ни отчества нет, одна фамилия. Что-нибудь установить мне так и до сих пор не удалось. То есть отец для меня был потерян. В 1944 году во главе с моим старшим братом Ким Михайлович его зовут. Такое странное название, потому что тогда был значок коммунистический интернационал молодежи. И когда ему давали имя за столом, один кто-то сказал: давайте его назовем Ким. И так он Кимом остался. И в 1944 году мама и он завербовались, ему было 16 лет, на прииск Тырканду Алданского района. На 5 нартах разместилось все наше семейство в 1944 году. И мы через Чульман, через Золотинку ехали, через Томот, ехали на Тырканду на оленях. Зимой, это март месяц был, дорога даже дождь, старшую сестренку потеряли. Потом он остановился, вернулся за ней, нашел ее. В тулупе так и валялась на бровке. Надо сказать честно и добросовестно, в 1944 году, когда мы приехали на Тырканду, на прииске Спокойном даже был ресторан. Я помню, ходил туда за пончиками, за булочками, за кулебяками, посылали меня. Снабжение было исключительно в золотоскупках. Были магазины государственные, которые на соцзнаке продавали товары. А были магазины для золотарей, где только на боны торговля шла. Вот там товара было до чертовой матери. И шпиги всевозможные, и колбасы всевозможные, и американские, и советские. Такие, сейчас я в жизни не вижу такой колбасы, как была обычная баранья колбаса, залитая жиром в бочке. Ей 1000 лет ничего не делалось. Она салом полностью залитая, как мерзлая там в этом сале. Кожаные пальто, всевозможные одежды такие красивые, кашне всякие разные. Я удивлялся. Некоторые старатели так разодеты были, любо поглядеть. Вот если я уже в 4 классе учился, сестричка работала у меня с судьей-секретарем, я такие уголовные дела читал, но не связанные с золотом. Просто хулиганство, просто нападение, просто побеги и потом убийства. Вот такие дела я сколько угодно читал. А чтобы связано с золотом, я такого никогда не помню. А что его воровать, когда у каждого сколько угодно его было? Никто не таился, все спокойно мыли и сдавали в кассу. Кто не хотел сдавать, держал дома. Хоть килограмм, хоть 2. Когда надо, пойдет что-то приобрести ценное. Пошел, сдал. Много было и заключенных, пораженных в правах. Ну, это такие культурные люди были, они даже гораздо лучше были, чем наши мужики простые. Довольно часто встречались. Интеллигентные, толковые ребята попадались. Они уже срок отбыли, но поражение в правах у них было. Но работали, прекрасно работали. И относились к нам, к детям, даже лучше, чем простые труженики.
1952 году мама решила выехать к родственникам в Ташкент. Но средств было довольно мало. Доехали мы до Куйбышева, и дальше денег не было до Ташкента доехать. Месяц до Куйбышева ехали. Рядом сидели две старушки. И куда, милая, с этой оравой поедешь? Какой тебе Ташкент, где ты найдешь денег? Эти бабушки нас уговорили, поехали, как говорят, к нам в Кинделю. Это Оренбургская область, Мустаевский район, вблизи от Куйбышева. Мы на машину сели и уехали в эти Киндели. Жить будете в Оришке, говорит, картошки у всех полно, молоко в каждом доме. Там-то ты их прокормишь, это уж точно. Ну, таким образом вот, попали мы в эту Кинделю. И в скорости перебрались все-таки в Ташкент, когда маленько окрепли, перебрались в Ташкент. Там я не закончил школу немножко, попал в хулиганскую среду. Мама срочно сюда брату телеграмму дала забирать его, иначе он уплывет куда-то в непонятном направлении. Забери его и воспитай там. И вот 16-летний мальчишка, я вернулся снова в Якутию. С тех пор безотрывно живу и работаю здесь. Заканчивал уже учиться. У меня друг был хороший баянист, мы вместе ставили концерты по Алдану. Он меня как художественного руководителя представлял. Я пел неплохо. А он на баяне здорово играл. И вот мы везде готовили, даже тоже самодеятельность вовсю работала везде в 60-х годах. Мы делали концерты, и каждый раз это заканчивалось применением спиртного. Я побоялся, думаю, так я сопьюсь, к черту, уеду самостоятельно, надо жениться. Пошел на танцы, говорю, Толя, я сегодня буду искать жену себе. Пришел, вот свою Зину встретил, сразу же я ей предложил пожениться. Она вот, что с ума сошел, надо с родителями поговорить. А она старше меня на 3 года. Ей уже 24, мне 20 было, ей 24. В январе познакомились, в феврале сыграли студенческую свадьбу, 14 февраля зарегистрировались. И вот до последних дней скончалась она у меня вот около 2 лет назад. Не дожила 1,5 года до 50-летней свадьбы. 3 детей родили, все девки. Одной сейчас уже 50, второй 47, третьей 34. Внучата уже, правнуки уже есть, все есть. Тигрица, послушать дельный совет, тигренка научит рычать логопед. Получил диплом техника горного. С тех пор сразу получил направление на Индигирское горно-промышленное управление на прииск Кальчан. 3 года там отработал на золоте. Очень интересные годы были. Мне досталось там, поскольку участок был отдаленный, типа вот наших старательских участков. Я руководил сначала как мастер, потом меня поставили начальником участка, потом зарезали шахты на соседнем объекте. Я уже полностью руководил строительством этих шахт и первой добычей подземных песков. Набрался определенного опыта, но в это время брат из Алдана мне пишет, что ты, говорит, там ни молока, ничего твои дети не видят. Уезжай сюда, закончишь 3 года, отработаешь и уезжай сюда. Я 5 лет на слюде проработал до 78 года, до 68 года, с 63 по 68.
В это время очень сработались мы с главным инженером, был такой Зарукин Анатолий Александрович. И его переводят главным инженером комбината Ян Золото. В то время Кулар, депутатский, гремели. Это был крупнейший комбинат. Его туда переводят главным инженером, он тут же меня вызвал сразу. Поруководил я подземными работами на Куларе, тонн 250 на участке. План был 11 шахт, на каждой шахте промприбор. Короче, с утра до ночи, хотя их там и не было ночей, я приходил не раньше 10-11, уходил в 6. Вот там я хорошую тоже школу прошел. Год я проработал, но, правда, детей тоже тяжело было там содержать. И мы приняли решение переехать в Осьмайский район через моего друга. Там у него родственники жили. Хвалили очень и коровы, и речка, и шахты, все, что нам нужно. Приезжайте. И вот в 1969 году я перебрался на Аллах-Юнь. И с тех пор, с 1969 по 1984 год, занимался разным видом золотодобычи, начиная от начальника участка, главного инженера, начальника шахты. А затем в 1975-м по инициативе главного инженера был такой Политюк Василий Игнатьевич, затем он был переведен в главк московский. Он говорит, очень сейчас важный участок, старательские работы. Возглавь, пожалуйста, артель. Это было в 1975 году, да. Я долго, я говорю, что я в этом старательском деле, я вообще ничего не понимаю. Долго артачился, потом дал добро. Ну, правда, впервые за все время существования старательских артелей я построил общежитие со всеми удобствами, построил бокс хороший, в нормальных условиях люди начали жить. Там была артель центральная у меня, я ее передал своему водителю, у меня водитель был такой смышленый мужик моего возраста. Я передал артель ему. А сам вот пошел на Нягчанскую артель, она более крупная была, более мобильная, здоровая. Артель занималась добычей и здесь, в вершине Учура на Чульбю. Со мной приехали оттуда 22 учредителя из 56, которые были в артели Нягчанской, 22 со мной приехали сюда. Вот этот костячок и позволил мне сразу же, как только я стал видеть, что жить дальше не на что, создать новую артель. У нас была арендованная техника, но была и собственная техника, уже восстановленная своими силами. На вот этих, на полуразбитых бульдозерах мы начинали работать. Первый год мы добыли что-то чуть больше 50, около 60 килограммов. А потом ежегодно повышали, и уже через 3 на 4-й год мы уже вышли на полтонны, и потом выше, и до 700 добычи поднимали. За эти годы мы не только создали эту артель на базе банкротства Нягчанской артели, мы ее развили мощно, купили буровую технику, занялись разведкой месторождений, приобретали и сами делали новые приборы с более качественным улавливанием мелкого золота. Внедрили
плавку слитков и много-много новшеств. Когда 2 года назад банки прекратили нас финансировать, все банки боялись финансировать, потому что очень много раз разваливался артелей. И боялись пролететь на нас. Надо же приличные деньги давать, а потом возврата нет. Вот тогда по инициативе Путина наш президент Штыров ездил в Москву, и они договорились, что лучшие предприятия, которые гарантийно должны рассчитываться, будут предъявлены в Гохран для проверки. Они проверят все документы, если подходят. Ну и вот наша артель, конечно, прошла. И вот уже мы уже 3-й год с ними работаем. Беспроцентный получаем кредит. Сейчас лидирует Красноярский край. Много у них рудного золота. И сейчас вообще упор сделан на рудное золото, потому что это более могучие предприятия, рудные запасы, как правило, десятками, сотнями тонн исчисляются, а наши рассыпные очень мелкие месторождения. Якутия пока держится на 3-х, 4-х позициях, но скоро уйдет назад далеко. От момента твоей заявки на месторождение начинается толкотня, начинает делать горные отводы, земельные отводы, потом начинаешь делать проект, потом начинаешь экспертизы этих проектов проводить всех буквально. Короче говоря, от начала до завершения проходит 2 года. Это вот самый главный тормоз. Ну и второй главный тормоз – это страшно дорогие цены на приобретение новых месторождений. Я бы дал опытным старателям, которые уже, мы же исправно платим налоги, мы в казну даем приличные деньги. Я бы давал, как было раньше, по принципу, во-первых, региональный принцип, что вот здесь я работаю, здесь я получаю месторождение. Иначе не должно быть. Государственного способа практически уже не осталось. Все везде коммерческое и старательское. И самый эффективный способ – это старательский, понятное дело. Но у старателей, как правило, свободных средств бывает очень немного. И на эти деньги никогда, когда стоит небольшое тонное месторождение, порядка 40-50 миллионов, мы просто не в состоянии. И кроме этого, по требованиям сегодня Роснедр, мы должны иметь двойной запас еще денег на счету. Такого ни у одного старателя никогда не было и не будет. Поэтому новых месторождений нам приобрести не удастся. И понемножку будет затухание. В ближайшие 2-3 года артель прекратит свое существование из-за того, что нечего будет работать. Я постараюсь сохранить весь коллектив до самого конца и вовремя предупредить, чтобы люди успели куда-то определиться. Это очень богатый, хороший коллектив, который везде найдет себе применение.